телеканале «Ингушетия» новости 24. Смотрите в этом выпуске. Рамадан – месяц милости и милостыни. В регионе завершилась акция «Мехксах». Тысячи семей получили продуктовую помощь. 25 жертв, общее число болеющих 814. Борьба с COVID-19 в Ингушетии. Мы достигли пика или еще нет? Мы все равно скажем им спасибо. Спешим принять участие во флешмобе от Минкульта «Наследники Победы», «Литература Победы» и «Мирные окна». 9623 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в России за сутки. Число заболевших в стране уже превысило 124 тысячи человек. 1222 человека скончались. Выздоровели 15 013. В Ингушетии выявлено 45 новых случаев заболевания за сутки. Накануне умер еще один пациент с коронавирусом. По последним данным, всего скончались 25 человек. Общее число болеющих достигло 814. Выписанные из больницы всего 152 человека. Под наблюдением остаются 1313. Рамадан – месяц милости и милостыни, награда за которую увеличивается многократно. Более 200 нуждающихся семей в Сунже получили продуктовые наборы. Сегодня заключительный день благотворительной акции. Всего в ее рамках помощь получили более 5500 семей. Мехксах проводится по инициативе главы Ингушетии. Продуктовые наборы раздают малоимущим и остро нуждающимся семьям. Из Сунжи Идрис Ижиев. Тонны продуктов ждут погрузки. Яблоки, мука, сахар, масло и чай. 278 продуктовых наборов отправятся к нуждающимся семьям в Сунже. Первым навещают семью Евлоевых. Отец семейства в одиночку воспитывает 4 детей. На одну зарплату решать все вопросы крайне сложно. А с нынешним скачком цен сводить концы с концами стало еще сложнее. Помимо продуктовой помощи, семейству Евлоевых обещали помочь и с жильем. Микаила такой неожиданный визит приятно удивил. Я даже слов не нахожу, от души. Конечно, радует. Не то слово, не то слово. Еще как радует, потому что я радуюсь, что меня не бросили, не кинули. Я радуюсь. Не оставили без внимания и семью Оздоевых. Лиза Оздоева вместе с дочерью воспитывает 4 внуков, среди которых есть и инвалид. Почти весь семейный бюджет уходит на медикаменты и пропитание. Такая поддержка как нельзя кстати, особенно в период самоизоляции, делится Лиза. Выходить даже боюсь в магазин, боюсь, что заразиться, потому что я уже в годах все-таки. Боюсь выходить, и у меня еще внучка дома. В списке получателей помощи от главы региона попали люди, которые волей судьбы оказались в сложном жизненном положении. Мехксах объединил тысячи людей под знаменем Рамадана. Хоть сегодня завершающий день акции, помощь в священный месяц продолжится. Касательно города Сунжа, я могу сказать, что вот каждый четверг, пятницу мы обязательно проводим такие акции, раздаем продуктовые наборы жителям малоимущим, семьям многодетным, опять же, пожилым одиноким жителям города Сунжа. Такую акцию мы уже взяли за правило со дня объявления на самоизоляции, карантина по России. Вот такие акции мы проводим. Помощь и сострадание ближнему, как ничто другое, сплачивает мусульман, особенно в период пандемии. В месяц Рамадан каждый нуждающийся получит маленькую частичку добра. Идрис Ижиев, Майербек Миржоев, Новости 24. Масштабная акция «Мехксах» охватила все населенные пункты региона. Мука, сахар, фрукты, чай и масло. В наборы вошли продукты первой необходимости. В священный месяц Рамадан такая поддержка пришлась, кстати, многим нуждающимся. Акция проходила 4 дня. Помощь оказана и более 600 семьям из Сунжинского района. Дана Плива продолжит тему.
Более 600 мешков муки, а следом за ним сахар, чай, подсолнечное масло и как бонус вкусные зеленые яблоки. В рамках масштабной акции, организованной главой региона, помощь на этот раз получает Сунжский район. А это 623 малоимущих семьи из 10 сельских поселений. Сама акция проходит в священный месяц Рамадан. Ну и плюс к этому еще дополнительный фактор, что люди у нас находятся в режиме самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Поэтому, естественно, и люди ограничены и в трудоустройстве, и в дополнительных заработках. Поэтому эта помощь, она особо значима. Самая крупная акция, которая когда-либо проходила в регионе под говорящим названием «Мягксага», подходит к концу. За все 4 дня она охватила все города и районы республики. Не забыли и о пригородном районе. Там руку помощи протянули около 300 нуждающимся семьям. Все списки, они тщательно нами проверяются. Мы смотрим, чтобы не было дублирования. Мы смотрим, чтобы списки людей, которые это получат, это были действительно люди, которые находятся в списке нуждающихся и малоимущих. Это списки фонда Тешем, это списки из мечетей, это списки администрации, куда тоже люди часто обращаются. И у них тоже есть какой-то свой перечень нуждающихся людей. Поэтому очень большая работа проводится именно в этом плане. И внешне это может незаметно, но на самом деле мы отслеживаем каждый адрес, куда мы это все посылаем. Одними из первых сегодня помощь получают в Троицком. Сперва сотрудники администрации заглянули в так называемый микрорайон Дарьял. Ветхие деревянные дома и отсутствие во многом каких-либо коммуникационных благ. В таких непростых условиях здесь живет 31 семья. Среди них Аздоевы. Ася Аздоева – мать 8 детей. Работает поваром. А сейчас и для этого нет возможности. Конечно, одной зарплаты детского пособия на все нужды семьи не хватает. И эта помощь для Аздоевых особенно ценна. Тахын дуах улық, дуах кынық остылды, тахын тундяр, шекер, хар, дуах помощи ейт, адаса долцын климат вейт, ходык деха, тундяр аказатя, адаса долцын мяля долцын. Динина дух самый издахажден, хар, песок, завак, верикмендер хам дел этмач, охал бахшим, миск нах барохч. Аллах дал ще дал, баразмар бет. В списке нуждающихся, по словам главы Троицкой администрации, попали люди, которые в период пандемии оказались в сложном материальном положении, не могут выйти на работу и не получают, соответственно, заработную плату. Сельское поселение Троицкое охватывает 244 семьи. Мы эти списки составляли. Есть многие люди, которые сегодня в недостатке живут в сельское поселение. Я хочу от имени себя и от имени жителей сказать и правительству, и тем, кто помог в сегодняшней акции, большое спасибо. Это большая помощь тем, кто сегодня нуждается. Особенно сегодня в связи с коронавирусом многие люди и не выходят, и с работы лишены. И это большая поддержка. Священный месяц – это время, когда мусульмане стараются совершать как можно больше благих дел. Искренняя, бескорыстная поддержка ближнему никогда не остается незамеченной, и потому, как надеются участники акции, она будет не последней. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Федеральная налоговая служба запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, в том числе средств на зарплату сотрудникам за апрель и май. Величина этой выплаты рассчитывается по формуле 1 МРОТ на каждого работника. Для индивидуальных предпринимателей еще +1 – это сам заявитель. Обращение обещают рассмотреть за 3 дня. Подать его можно удаленно, например, через личный кабинет налогоплательщика. На такую поддержку от государства могут рассчитывать компании, зарегистрированные в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Коронавирусом болеют практически во всех странах. На сегодняшний день в мире COVID-19 заражены почти 3,5 миллиона человек, погибших 240 тысяч. Ужасающие цифры меняются каждый день по нарастающей. Большинство зараженных в Ингушетии – люди в возрасте от 36 до 59 лет. Республиканские медики полагают, что регион достиг пика заболеваемости. Когда Ингушетия выйдет на плато и какова эпидемиологическая ситуация, расскажет Диана Дударова.
Около месяца Ингушетия живет в состоянии борьбы с коронавирусной инфекцией. Первого больного COVID-19 в регионе выявили 2 апреля. По информации Минздрава, в начале месяца больные поступали в основном с легкими формами заражения. Правда, позже больницы начали принимать инфицированных в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии. В их числе и пациенты старше 65 лет. В предыдущую неделю в регионе наблюдали рост поступающих больных. Правда, уже в последние дни в медицинские учреждения поступает относительно одинаковое количество заболевших. В Минздраве уже допускают вероятность, что республика достигла эпидемиологического плато. Большое количество зараженных лечится в домашних условиях. По словам министра здравоохранения, это легкие формы, которые хорошо поддаются амбулаторному лечению. А тем временем в социальных сетях все чаще начали распространять информацию, что реальное количество умерших и статистика не совпадают. Мы даем статистику по COVID-19 только тех умерших, у которых положительные тест-анализы были. То есть мы можем поставить диагноз ковид этому человеку. Согласно статистике летальных исходов от коронавирусной инфекции в Ингушетии, количество умерших людей пожилого возраста преобладает. Среди них был один человек 1978 года рождения, но у него была сопутствующая полиорганная патология. Он находился на гемодиализе, почечная недостаточность, сахарный. Очень много было сопутствующих сложных заболеваний. Конечно, его не удалось спасти. И также вот все те, кого мы не спасли, это люди, у которых имелись хронические сопутствующие заболевания, которые обострились на фоне вот такой пневмонии, ковидной пневмонии. Ежедневно расходуется большое количество препаратов и средств индивидуальной защиты для врачей. Неприкосновенный запас в таких условиях создавать нереально, но он постоянно пополняется, отмечает министр здравоохранения. Большую помощь в этом оказывают ингушские меценаты, предприниматели, волонтеры. Правда, обеспечивать отделение больниц с медицинским персоналом тяжелее, не скрывает Зарема Альянова. Не секрет, еще перед началом объявления нерабочих дней десятки медработников начали уходить на больничные. Но министр отмечает, на смену уходящим приходят и другие. Я не могу судить мотивы, да. Если человек, медицинский работник, выбывает из строя по случаю заболевания, это один вариант. Это как бы понятно. Но есть и другие причины, нам неизвестны, по которым отказываются медработники работать. Но также их осуждать мы не можем за это. Но есть другие, которые приходят на их место, и, в принципе, все отделения, они обеспечены медицинским персоналом, тем, который должен быть, обеспечены и врачами, и медсестрами, и также младшим персоналом. Но, опять-таки, каждый день могут возникнуть проблемы, нехватки где-то в каком-то определенном месте. Это все в ручном режиме решается, есть резерв, из которого вызываются другие люди. Методики лечения заболевания COVID-19 во всех странах разные. Отличаются они и в медицинских учреждениях страны. Методические рекомендации предлагают группы препаратов с определенными действиями, которые подбираются с учетом возраста больного, симптомов, конституции и сопутствующих заболеваний. В общем, каждому пациенту индивидуальный подход. Если говорить в общем, это противовирусные препараты, антибактериальные препараты, это жаропонижающие препараты и также иммуностимулирующие препараты, антигрибковые еще. В общем, группы такие, а из этих групп уже подбирается индивидуально. Очень часто ведут на одном антибиотике, потом в зависимости от динамики, если ее нет, то с учетом чувствительности к антибиотику заменяют один другим, и так далее. Кроме этого, конечно же, применяются все другие препараты. Это и сердечные, и при почечной патологии необходимые, при сахарном диабете. Конечно же, препараты, которые реологические свойства крови поддерживают, то есть снижают свертываемость и так далее. Большую роль играют и увлажнители кислорода. По словам министра здравоохранения, кислород подведен практически каждой койке. Также Зарема Альянова отмечает, вероятность достигнутого плато не повод расслабляться. И настоятельно призывает жителей региона, пока инфекция активна, соблюдать санитарные и противоэпидемиологические меры. Диана Дударова, Новости 24.
Школьники, вернувшиеся домой из других регионов, сдадут государственную итоговую аттестацию по месту пребывания. Это коснется учащихся школ-интернатов, кадетских, суворовских училищ, школ для одаренных детей и других образовательных организаций Минобороны, которые уже покинули свои образовательные учреждения и вернулись домой. Образовательные организации, в которых обучались такие дети, должны собрать от своих выпускников информацию об их желании проходить ГИА на территории другого региона и направить ее в свои региональные органы управления образованием. Те, в свою очередь, передадут эти сведения в регионы, в которых выпускники находятся в настоящий момент, где их распределят по пунктам проведения экзаменов и проинформируют о месте проведения ГИА. Выдачу аттестатов об основном и общем среднем общем образовании таким участникам ГИА будут осуществлять те образовательные организации, в которых они обучались. Мы все равно скажем им спасибо. В год памяти и славы и к 75-летию Победы вспоминаем имена храбрых защитников Родины. Почтить память героев по понятным причинам придется виртуально. Министерство культуры Ингушетии в рамках мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы, запустило республиканские флешмобы. Принять участие можно также в эстафетах «Наследники Победы», «Литература Победы», а также в акции «Мирные окна». Миллионы солдат отдали свои жизни за сохранение великой державы. Ветеранов Великой Отечественной среди нас остается все меньше. А выражать им благодарность из года в год словно стало долгом каждого гражданина России. До юбилейной даты Победы осталось совсем немного. День, который наши деды и бабушки приближали как могли. Республика готовилась отпраздновать с большим размахом. Правда, пандемия сорвала планы. Спасибо за победу, за нашу. Сказать спасибо за их героизм, стойкость и мужество, за яркую победу можно не только на параде или больших празднованиях, напоминает Минкульт Ингушетии. Министерство совместно с филармонией запустили патриотические флешмобы. В их числе «Мы все равно скажем спасибо». Для участия необходимо выложить в социальных сетях короткое видеообращение со словами благодарности ветеранам и павшим воинам. Первые, присоединившиеся к эстафете, уже есть. Мой дедушка Багиев Султан Сасламбеков родился в 1914 году в селе Базовкино. В 1941 году ушел на фронт в звании капитана. Воевал в Смоленске. Имел много боевых наград разных степеней. Список республиканских флешмобов пополняет и акция для юных жителей Ингушетии «Поем о победе» и «Наследники Победы». Согласно правилам эстафеты, детям нужно исполнить военные песни или стихи о победе. Так Лиана Мальсагова подготовила 75 слов о войне. Была война в 40-х. Там насмерть дрались за свободу. За то, чтоб не было невзгод. За то, чтоб не было войны. На минах танки подрывались. Солдаты насмерть там сражались. Тьма идет, воюет взвод. Да легкий бой на старой пленке. Легкий путь, еще чуть-чуть. И догорят войны пожары. В лихом бою, в чужом краю. Вперед, любовь и веру, что больше их пришло живых. Рядовых офицеров. Придут весной, как прадед мой. Придом родной, откроет дверь. Отдельную эстафету запустили для артистов и медийных личностей республики. В рамках флешмоба «Литература Победы» могут исполнить любимое литературное произведение про войну. Участницей акции уже стала солистка Госфилармонии Залина Горчханова. Мы вовсе не тени безмолвные, мы ветер крик журавлей, погибшие не за родину становится небом над ней. В этом году 9 мая мы не сможем увидеть праздничное оформление городов, традиционный парад Победы и шествие Бессмертного полка. Поэтому Минкульт приглашает присоединиться к флешмобу, который призван объединить людей в весенний победный день. Акция «Мирные окна» ежегодно проходит по всей стране. Жителям предлагается украсить окна своих домов различными фигурами памятников, фотографиями, посвященным Великой Отечественной войне. Мой дед уходил на войну, когда еще был молодым. Президент
Президент страны заявил, из-за рисков эпидемии все мероприятия во знаменование 75-летия Великой Победы придется отложить. При этом российский лидер подчеркнул, главный парад Победы на Красной площади и шествие бессмертного полка в этом году обязательно пройдут, как только минует опасность коронавируса. И все же граждане смогут отдать дань уважения самому главному празднику страны. Всех желающих День Победы приглашают принять участие в шествии бессмертного полка, который пройдет в онлайн-формате. Или же 19 часов 9 мая после минуты молчания выйти на балконы с портретами своих близких. Диана Дударова, Магомед Шаукалов, Новости 24. Сегодня в 21:00 в эфире нашего телеканала смотрите информационную программу «Новости СКФО». Сейчас анонс главных тем выпуска. Рамадан, пандемия, богоугодное дело. Поддержка, когда она так необходима. Значим это даже не то слово, потому что прекрасно знаете, что на пенсию далеко не уедешь, тем более, когда у тебя куча болезней, когда у тебя больной ребенок. Благотворительную помощь от главы Ингушетии получили порядка 6000 семей Ингушетии, строительство которого ждали. Всесезонный молодежный центр «Машук» построит с соблюдением всех экологических норм. Спальный корпус на 200 мест, с возможностью размещения, то есть доп. Места, соответственно, еще одно доп. Место на 300 человек, чтобы могли там разместиться. Эксперты ОНФ и экологи оценили возведение лагеря в Пятигорске, что из себя представляет комплекс. Хроника вируса. Жертвы растут, как и число заболевших. Больные поступали в основном с легкими формами заражения. Правда, позже больницы начали принимать инфицированных в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии. Как борются с коронавирусом в Ингушетии? Настал ли пик и какие прогнозы? Она сидит дома, но не без дела. Почти круглые сутки за швейной машинкой. Хотим помогать. 82-летняя Гамилет Алиева из Дагестана на самоизоляции шьет медицинские маски. Успеть в срок. В Карачаево-Черкесии дан старт севу кукурузы. Смотрим, какие идут накопления, что нужно конкретно для этого участка. Какой ожидается урожай? Расскажем. Символ стойкости всех эпох. Впервые за всю историю черно-оранжевый символ победы не будут раздавать на улице. Если у вас не окажется дома георгиевской ленты, не беда, вы можете воспользоваться данной историей. Акция «Георгиевская ленточка» в этом году сменила формат на онлайн. Об этом и не только расскажут новости Северокавказского федерального округа. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.